Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание правительства. Туркменские авиалинии возобновят регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад-Москва. В Туркменистане отметили Международный день нейтралитета и другие новости. Во вторник президент Сердар Бердымухамедов принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу нейтралитета по случаю Международного дня нейтралитета и 28-й годовщины принятия Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о постоянном нейтралитете Туркменистана. В этот день всенародные торжества, посвященные Международному дню нейтралитета, прошли во всех регионах страны. 11 декабря президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов провел расширенное заседание Кабинета министров Туркменистана. На встрече были приняты кадровые решения, подписан ряд документов и обсуждались итоги внешнеполитической деятельности в 2023 году. Президент Сердар Бердымухамедов подписал указы о помиловании 302 лиц, осужденных за совершенные преступления, но сожалеющих о содеянном и искренне в этом раскаивающихся. Соответствующие решения приняты в честь большого праздника Международного дня нейтралитета. Вепа Хаджиев освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Туркменистана и назначен послом страны в Швейцарии, а также постоянным представителем при отделении ООН в Женеве. Туркменские авиалинии возобновят регулярные пассажирские рейсы по маршруту Ашхабад-Москва-Ашхабад с 15 декабря. Приобрести авиабилеты на рейсы можно на сайте Turkmenistan Airlines у генерального агента туркменских авиалиний в России, а также в офисах продаж на территории Туркменистана. Начиная с января 2024 года рейсы будут выполняться регулярно 4 раза в неделю в каждом направлении. Из Ашхабада самолеты будут отправляться по вторникам, средам, пятницам и воскресеньям, а из Москвы по понедельникам, вторникам, средам и пятницам. Туркменпортал запустил версию своего сайта на турецком языке. В турецкой редакции сайта будет представлена актуальная информация о важнейших событиях в стране и мире. Читатели смогут ознакомиться с главными новостями о внешней и внутренней политике, экономике, обществе и спорте. Издание будет освещать крупнейшие международные проекты с участием Туркменистана в сфере энергетики, здравоохранения, науки и культуры. Туркменпортал – это один из крупнейших информационных ресурсов туркменского сегмента интернета. Ежедневно его посещают десятки тысяч пользователей из разных стран мира. Турецкая версия сайта будет способствовать расширению аудитории Туркменпортал и повышению осведомленности турецкого общества о Туркменистане. Мандарины содержат много витамина С и являются любимыми фруктами на новогодних праздниках. Многие люди удаляют белые прожилки между кожурой и мякотью. Эксперты рассказали, почему этого делать не стоит. Хотя прожилки в мандаринах имеют горьковатый вкус, на самом деле они очень полезны. Промежуточный слой содержит много витаминов и так называемых флавоноидов. Вторичные растительные вещества оказывают антиоксидантное действие и укрепляют иммунную систему. Флавоноиды могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а некоторые из них обладают антибактериальным или противовирусным действием. Wi-Fi роутер – это тонко настроенное устройство, подверженное влиянию различных факторов, в том числе бытовых приборов и предметов интерьера. В преддверии Нового года эксперты назвали 2 вида новогодних украшений, которые могут негативно повлиять на работу Wi-Fi. Гирлянды создают вокруг себя слабое электромагнитное поле, которое может повлиять на распространение радиоволн роутера. Это приводит к ухудшению сигнала и скорости передачи данных. Чем больше гирлянд в доме, тем выше вероятность возникновения проблем. Мишура, особенно серебряного или золотого цвета, выполняет для радиоволн роль зеркала, отражая и рассеивая их. В результате сигнал Wi-Fi будет слабее. Аналогичную роль выполняют и блестящие елочные шары. Эксперты рекомендуют располагать гирлянды и мишуру подальше от Wi-Fi роутера. Также не стоит перед ним ставить снаряженную елку. Тяжелоатлет Шахзатбек Матьякубов из Туркменистана завоевал золотую медаль на турнире серии Гран-при в Дохе. Соревнования являются отборочными к Олимпиаде 2024 в Париже. Этого успеха туркменский штангист добился в весовой категории до 96 килограммов. В сумме двоеборья Матьякубов набрал 371 килограмм, 167 в рывке и 204 в толчке. Результат принес спортсмену 2 золотые медали и 1 серебряную. Стоит отметить, что это уже 3-й успех туркменских тяжелоатлетов на турнире в Катаре. Ранее бронзовыми призерами Гран-при стали Бунят Рашидов и Гайгысы Стораев. В Ашхабаде на стадионе Ниса состоялся перенесенный матч 24-го тура чемпионата Туркменистана по футболу, в котором Ахал обыграл Капидаг со счетом 3-1.
Благодаря этой победе и набранным очкам подопечные Сердара Гильдеева сократили отставание от третьего места до 2 очков, имея игру в запасе. Футболисты Аль-Иттихада со счетом 3-0 обыграли новозеландский Окленд-Сити в матче первого раунда клубного чемпионата мира в Саудовской Аравии. Один из мячей в команде саудитов оформил французский форвард Карим Бензема. В четвертьфинале турнира Аль-Иттихад сыграет с египетским Аль-Ахли. Победитель матча встретится в полуфинале с бразильским Флуминенсе. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.